возникновения атомной электростанции в Островце с ее, после того, как она будет уже действовать? Ну, разумеется, эти проблемы очевидны. Естественно, близлежащая территория населения будет испытывать все прелести от диффузного радиоизлучения. Что касается еще одного нюанса, АЭС будет построена в межречье реками Вилия и маленьким притоком Газянка или Газовка. Я полагаю, что вот эта Газянка или Газовка, левый приток Вилии, как раз, в общем-то, может так получиться, что будет какой-то естественной сточной канавой для возможных сбросов, в том числе поверхностных сбросов любых загрязнений от этой атомной электростанции. Так что я не говорю, что и грунтовые воды могут пострадать от этого строительства. Собственно, в экологии все это настолько связано, и такое крупное строительство неизбежно приведет к нарушению равновесия экологического со всеми вытекающими негативными последствиями, в том числе не только для нас, местных белорусов, островецких, но я думаю и полагаю, что это будет не очень приятно и Литве, и ее столице. А вас поддерживают многие? К сожалению, мы живем в такой стране, что поддержка любой инициативы, тем более оппозиционной инициативы, которая не идет в русле согласия с властями, наказуема. Вы же видите, что любое шевеление или несогласие с властью кончается очень плачевно для тех людей. Поэтому люди, конечно, в Беларуси преимущественно молчат. И это наша, в общем-то, беда. Вы сказали, что строительство атомной электростанции в Островце будет иметь последствия негативные для Литвы. Какие конкретные? Для Вильнюса в том числе. Ну, я полагаю, что вот Вилия, которая течет как раз в сторону Литвы и Вильнюса, это уже прямое следствие того, что все прелести будут приходить, в общем-то, и к вам в Литву, в вашу столицу. Ну, и расстояние 55 километров Вильнюс от атомной электростанции. Это очень близкое соседство и очень опасное соседство. Ну, я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы литовцы были, недовольны этим строительством. Власти представили, ознакомили проект безопасности строительства атомной станции в Островце, что там исключены все возможности риска. Я вам скажу так, в сентябре 2009 года был опубликован в районной газете «Островецкая правда» так называемый документ «Обоснование воздействия на окружающую среду». Боюсь, что он не был широко опубликован, что самое страшное во всем этом, что состоявшееся спустя месяц обсуждение обоснования воздействия по существу прошло в казарменных условиях. Это зал местный кинотеатр, он практически был заполнен переодетыми силовиками, делегациями, куда свезли со всей Беларуси и прежде всего, конечно, с района, во главе с руководителями. Они заполнили еще за час до обсуждения этот зал. Вот, скажем, мы, противники атомной электростанции, она буквально, человек 20 туда попало, со всей республики, в том числе и мы, островецкие, туда зашли. В последнюю очередь, как говорится, упаковали. Вот, в частности, я сидел спереди один бритоголовый, сзади второй, справа, слева то же самое. И примерно нас так рассредоточили по этому залу, что мы не могли даже и по существу подняться. Но, тем не менее, 2-3 человека от нас смогли прорваться на трибуну и сказать. Но все это было настолько заорганизовано, что я считаю, что никакого обсуждения этой проблемы в Беларуси не было, в Островце тем более. И поэтому все то, о чем сегодня говорят власти, что они якобы соблюли процедуры обсуждения, это все, конечно, от лукавого. И наша инициатива, это тоже правозащитная инициатива. Несомненно, встреча с своими коллегами из Беларуси, встреча с нашими партнерами, которые нас здесь принимают, это придает силы, придает воодушевление и надежда на то, что мы все-таки найдем какими-то общими усилиями правильный выход из создавшихся тяжелых вопросов, в том числе еще касается строительства Островецкой атомной электростанции. Собственно, я хочу добавить, я и противник строительства Висагинской АЭС, поэтому однозначно как-то надо решать эту единую нашу задачу.